У многих тюрко-монголоязычных народов есть очень красивый летний национальный праздник. Например, у татаров это Сабантуй, у бурятов Сурхарбан, у алтайцев Иль-Аин, дружеские игры, и у нас Исах. Самый долгожданный, красивый праздник, на котором все одевают национальную традиционную одежду. И время ярко отражает возрождение культурных традиций. В дни праздника Исех и в особо торжественные случаи в жизни многие семьи, и стар, и млад, радостно и вдохновенно облачаются в национальные костюмы. Каждый всем своим сердцем и разумом открывает свой облик в пространстве и времени, утверждая не себя в мире, а мир через себя. Сегодня мы показываем семью в нарядной одежде. Костюм здесь, можно сказать, конец XIX века. И представляет еще современный 20 век. У мужчины это городской костюм, летний, он светлый. Он может быть или другого цвета. Очень любят темно-серый, темно-синий такой цвет, который называют в обществе дипломатическим. Супруга, она одела нарядное платье белое и серый такой жилет. В старину по Серошевскому есть такое вот выражение. Детей одевали как взрослых, поэтому они иногда вызывали умиление и восторг. И сегодня у нас вот девочка тоже нарядное платье, и бабушка у нас тоже в таком светлой одежде. Железный занавес поднять. Сегодня для нас открыт весь мир. Поэтому очень многие сейчас приобретают материалы в различных странах. Очень хорошо для традиционного платья халадай подходят индийские материалы. Перед нами сейчас платья нарядные, шитые по традиционному канону. Пожалуйста, обратите внимание на головные уборы. Их можно носить платья с платком, можно носить бастыга и можно носить современной шляпой. Тут лишнего нету, нарушений тоже нету. Вместо косметички может носить с собой сумочку. Перед вами верхняя женская нарядная одежда. Это пальто, буктасон и шапка джабака. Часто допускают ошибку, когда шьют пальто, то используют очень дешевые материалы. Например, нетрадиционный мех. Здесь как раз присутствует традиционный мех бобра и красной лисы. Украшения – это серебро и мельхиор, что тоже очень важно. Бисер, он должен быть фарфоровым или стеклярусом, ни в коем случае пластмассовым. Пальто – это 19 век, середина 19 века. Оно выполнено по образцам, которые находятся в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Использован натуральный шелк, что тоже в старину очень часто употребляли. Перед вами вариации летней женской одежды нарядной. Оно может состоять из платья халадай и в комплекте с корсеткой. Парадоксы зачастую тесно дружат с истиной. Никто не спорит с фактом, что со времен миллениума в Якутии носить национальные одежды стало модно. Вы думаете, это пройдет? Нет. Потому как, согласно мудрости Коко Шанель, мода проходит, стиль остается. Обычаи и традиции предков останутся неизменными. Национальный стиль одежды приобретает новые черты, обогащается. Дорогие жители города Якутска, республики и гости, если мы в чем-то помогли вам определиться в выбор, то мы будем очень рады. Во время юбилейного эсэха Туймады состоится установление рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в национальных одеждах. Это необычайно зрелищное и масштабное событие произойдет 24 июня в 15 часов на обновленной площадке Кумысапити. В рекорде могут принять участие все желающие от мала до велика. Главное условие – наличие национального якутского костюма.